Ахиллес, которого греки считают своим героем, на самом деле по происхождению связан с енисейскими кыргызами. Доказательств этому несколько, и они четкие. Первое доказательство – происхождение. В древних мифах сказано, что Ахиллес и его род пришли с севера, из страны Борея. А север Борея для греков – это Сибирь. Именно там, на Енисее, в то время жили кыргызы. Значит, его корни напрямую ведут в земли енисейских кыргызов. Второе доказательство – жилище. В фильме «Троя» Ахиллеса показывают живущим не в каменном доме, а в юрте. Это не случайность. Ведь греки прекрасно знали, что северные воины жили в таких шатрах, и именно кочевые кыргызы принесли традицию юрты. Третье доказательство – отношение к власти. Ахиллес открыто сказал царю Агамемнону: «Ты мне не хан, я тебе не кул». Это полностью отражает кыргызский менталитет. У кыргызов никогда не признавали абсолютной власти. Каждый баатыр имел свой намыс и свободу. Правитель Фессалии должен носить скипетр. Отдай его своему царю в знак смирения. Он мне не царь. Четвертое доказательство – лошадь. Учителем Ахиллеса был кентавр Хирон. Но кто такие кентавры? Греки так называли первых кочевников, тех, кто жил в седле и не слезал с коня. Это точное описание кыргызов и их предков. И последнее – само имя. Ахиллес легко читается по-кыргызски как Акыл-эс – разум и дух. Его отец Пелей – это Бейлей, то есть Би – правитель. Ахиллес всегда называл себя сыном Белея. Это прямая параллель с кыргызской традицией называться по отцу. Кто ты, воин? Ахиллес, сын Пелея. Ахиллес. Все эти факты складываются в одну картину. Ахиллес – не просто греческий герой. Акылес Белей-Улу, баатыр с корнями из кыргызских долин и енисейских земель.